Всем привет! Честно признаюсь, очень люблю готовить, но, к сожалению, на это не хватает много времени, поэтому постоянно ищу какие-то новые рецепты попроще. И сегодня я хочу с вами поделиться моим фаворитом. Это десерт творожно-кофейный мусс. Мы смешиваем творог с сахарной пудрой. Можно, конечно, взять и сахар, но процесс будет намного дольше. Смешиваем это до однородной массы, и можно добавить для вкуса щепотку ванильного сахара. Для того, чтобы наша масса была более эластичная, мы можем добавить 2 столовые ложки сливок. А сейчас в эту однородную массу творога мы добавляем персик. Можно, в принципе, взять и груши, бананы, любые фрукты или даже ягоды. Так как я сама из Татарстана, кухня наша национальная очень богатая и очень вкусная. Поэтому все, что связано с кухней, я обожаю. А теперь мы измельчаем персик и творог в одну однородную массу благодаря блендеру. Вот теперь у меня получилась однородная кремообразная масса. Очень вкусно. И теперь переходим к главному герою – кофе. А необходим нам именно растворимый, потому что он придаст ту необходимую крепость и аромат, и не оставит мелких крупинок. Заливаем кипятком немножечко. И честно вам признаюсь, по утрам я всегда пью кофе, завариваю его сама. Люблю пить американо с молоком. И теперь наш кофе мы вливаем в творог. Аромат просто потрясающий. А теперь для нашего десерта необходим белок для того, чтобы мусс был более воздушным. Вообще есть такое поверье, что вокалисты всегда пьют перед выступлениями сырые яйца. Я так никогда не делала и могу сказать, наверное, какие продукты полезны для связок. Это, как ни странно, сало, это масло. И обязательно нужно беречь свои связки от семечек, от большого количества орехов, потому что это все оседает на связке и петь очень сложно. А теперь мы берем белки и взбиваем их для того, чтобы наша творожная масса была более нежной и воздушной. Аккуратно добавляем наши взбитые белки в творожную массу и аккуратненько окутываем нашей лопаточкой. Из кофейных десертов мне очень нравится тирамису. А если мы будем говорить о татарских национальных десертах, это, конечно же, наш самый знаменитый чак-чак. Это тесто, которое просто купается в меду, застывает в определенную массу, и можно пить чай с молоком и есть чак-чак. Вот такой нежный, невесомый у нас мусс получился. И теперь мы этот мусс выкладываем в наш бокал. Украсим наш десерт. Можно взять трафарет и посыпаем сахарной пудрой. Вот такой цветочек у нас получается. А я еще хочу добавить орешки. Выкладываем на наш цветочек лепесточки. Аккуратненько. Ну что, наш десерт готов. На кухне царит необычайный аромат кофе. Очень вкусно. Побалуйте своих близких. И настроение будет бодрое и хорошее на целый день.